Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю вам о новостях Словении простым, понятным языком. В пятницу в центре Любляны, недалеко от знаменитого моста драконов, произошла настоящая трагедия. 17-летняя девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент городской автобус под номером 20 поворачивал направо. Он должен был пропускать пешеходов, но водитель не заметил девушку, задел ее правой частью кабины и переехал. Очевидцами стали две американки, которые в этот момент переходили ту же самую дорогу со встречной стороны. На место трагедии сразу же прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь, но, к сожалению, уже было поздно. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови. Он был абсолютно трезв. Нужно добавить, что автобус был переполнен, и пассажиры ограничивали видимость водителю. Сейчас всех очевидцев просят обратиться в полицию. Идет расследование. Выражаю искренние соболезнования родителям и всем близким погибшей. Интересно, можно ли было избежать такой трагедии, если автобусом управлял автопилот? Стартовал ежегодный музыкальный конкурс Евровидение-2026. Но, к сожалению или к счастью, Словении в этом году там нет. Главная причина – протест против допуска Израиля к участию на фоне войны в Палестине. А возможно, у Словении просто нет средств для участия или достойных певцов. В этом году вместе со Словенией решили сэкономить на конкурсе также Исландия, Испания, Ирландия и Нидерланды. Все эти страны тоже не участвуют в конкурсе Евровидения. Израиль же, в свою очередь, не экономит и принимает участие. На словенских автобанах начнут измерять среднюю скорость, а не только скорость в моменте перед камерами. Власти планируют начать измерять не скорость в одной точке, а среднюю скорость автомобиля на длинном участке трассы. Если водитель слишком быстро проехал весь отрезок, придет штраф, и немалый. Власти надеются, что такая система поможет снизить количество аварий и пополнит бюджет. Такой метод измерения уже активно используют во многих странах Европы. Теперь не удастся разгоняться и притормаживать перед камерами. На днях на автобане камера зафиксировала мотоциклиста, который мчался со скоростью 230 км в час. Его удалось остановить в районе Горенска. Это он, наверное, еще притормозил перед камерой. В итоге мотоциклист получил 9 штрафных баллов и штраф в размере 1200 евро. Жители центра Любляны снова жалуются на нашествие крыс. В самом центре города, в Миклошичевом парке, в любимом месте отдыха горожан, бегают крысы, не прячась и не отворачиваясь, прямо посреди дня. Это уже прогулка не крыс среди людей, а людей среди крыс. Буквально в прошлом году властям пришлось огородить этот парк и провести там дезинфекцию. И уже через год крысы снова появились в своем любимом месте. Видимо, это любимое место не только горожан, но и крыс. Кстати, напомню, что новый хантавирус, который появился на корабле, перешел от крыс на людей. Возможно, этот парк скоро переименуют в Ханта-парк. Welcome to Ханта-парк. 94-летний словенец Цене Грильц из Камника продолжает покорять горы. Пока другие в свои 70 лет мирно сидят в креслах-качалках, этот словенец продолжает ходить в горы и косит траву возле своего дома вручную с помощью косы. По его словам, секрет долголетия – постоянное движение и труд. Но мне кажется, он просто отжал косу у смерти. Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в подготовке всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. Казалось бы, за обычную футболку оштрафовали мужчину на 2000 евро. На хорватской границе пограничники обратили внимание на футболку одного из пассажиров. На мужчине была футболка с националистическими лозунгами о величии Сербии. Мужчину задержали, сняли футболку, оштрафовали на 2000 евро и запретили въезд на территорию Хорватии на 2 года. В итоге мужчине пришлось
пешком, полуголым, без денег возвращаться домой в Великую Сербию. В Словению неожиданно вернулась зима. Пока вся Европа готовится к лету, часть Словении снова накрыл снег. И синоптики говорят, что это только начало. В горных и некоторых северных районах страны начался снегопад. Температура резко упала, а погода больше напоминает позднюю осень или даже зиму. Из-за похолодания ухудшилась ситуация на дорогах, особенно в высокогорных районах. А я уже успела поменять резину. Видимо, придется поменять обратно. И в конце традиционно прогноз погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? 19 мая в Любляне будет от +7 до +20. Ожидается небольшой дождь. Прогноз от Алисы очень даже неплохой. Алиса, спасибо. Не вопрос. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!